Добрый день. Сегодня третий день экспедиции, 4 ноября. Сегодня у нашего дорогого Александра Петровича день рождения. Поздравим его. Вот. Так, на сегодня у нас планы. Сейчас вот едем на терминал Колмара. Будем там полдня работать. Потом после обеда у нас встреча с администрацией Совгаванского района. Потом уже будем разбираться с паромом. К сожалению, вчера нам не удалось попасть на паром. Тут у них полный бардак. Будем пробовать на завтра в 6 утра. Тоже обещают паром. Все хорошо, работаем. А у нас 4-местный сегодня. 1500 получается. Я вас сегодня буду сопровождать. Здравствуйте. Осипов Александр. Какого-то начальника перегрузочного комплекса. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Александр. Наряд пришел как раз сегодня в 6 утра. Называется ХАМ 310. Голландский, да. Это тоже голландская судно стоит. Называется Океан. Называется Златозаводь. Это заказ Роснефть. Находимся на берегу Татарского пролива, Ванина, станция Токи и строительная площадка терминала Ванина Трансуголь. Ванин Трансуголь. И мы знаем, что у нас в Южной Якутии одна из основных якорных, так сказать, инвестиционных проектов, который сейчас выстраивает Колмар, и она является своим партнером, фирмой, которая вместе работает с Ванин Трансуголь. Слово я бы хотел предоставить нашему гиду, будем говорить так, руководителю проекта. Да. Представьте, пожалуйста. Да, я заместитель генерального директора Ванина Трансуголь Григорьев Евгений. Сегодня я ваш гид. Показываю площадку строительства, рассказываю о нашем проекте, о планах запуска, перспективных планах развития. Ванина Трансуголь является дочерней компанией группы Колмара. Мы в тесной связи реализуем инвестиционный проект по строительству транспортного перегрузочного комплекса, который в дальнейшем будет перегружать якутские угли, добытые, обогащенные на горно-обогатительных комбинатах Игналинска, Денисовска, и, наверное, в перспективах еще есть проекты. В планах у нас запуститься 31 марта 2020 года, поэтому на текущий момент уже закончено строительство причала номер 1. Уже пришел собственный портофлот, который будет обслуживать суда, следующие под погрузку к нашему терминалу. В настоящее время уже идет активная фаза сборки технологического оборудования по перевалке навалочных грузов. Проведем сегодня вас по площадке. Что хочу сказать. В перспективах терминал рассчитан на 2 этапа. Сейчас реализуется первый этап, 12 миллионов тонн в год. С следующего года планируется начало второго этапа, еще плюс 12 миллионов тонн. До того терминал будет способен к проектной мощности переваливать 24 миллиона тонн. Запуск второго этапа где-то планируется на конец 2022 года, первый квартал 2023. Но это пока планы. Там будет жизнь покажет. Но к этой дате все стремятся. В марте, 31 марта планируется постановка первого судна, погрузка в тестовом режиме. Поэтому все уже на Восточном экономическом форуме руководство Ванина Трансуголь и Колмар об этом сообщили. Поэтому к этой дате все стремятся выполнить, завершить строительство терминала. На терминале при полном развитии первого этапа будет работать порядка 600 человек. Хочу обратить внимание особое, что в первую очередь компания ставит приоритет привлечения местных сотрудников. Это жители Ванина-Совгаванского района.
И сейчас активно идет рекрутинг специалистов. Понятно, что будет часть сотрудников привезена из других регионов, но, надеюсь, это будут жители Дальнего Восточного федерального округа, в том числе и из Якутии. Колмар ведет очень такую социальную политику, мы надеемся на это. И вот сейчас, Евгений, вот расскажите, вот сейчас очень народ волнует вот именно экологическая составляющая данного проекта. Да, к этому руководство Ваня Драцугаля уделяет особое внимание, поскольку знаем отношение местных жителей к этому вопросу, экологически значимому, сложному. Наш терминал является специализированным терминалом. Это означает, что технологическое оборудование специально запроектировано исключительно на перевалку навалочных грузов. Поэтому у нас все элементы, касающиеся, где происходит пыление, там, где происходит перевалка, они запроектированы таким образом, что там установлена система аспирации, пылеподавления, и это тем самым нивелирует экологическое влияние на окружающую среду. Поэтому можно сказать, что наш терминал является мировым образцом, то есть компания Такрав является мировым лидером по поставку подобного технологического оборудования, учла все требования действующего российского законодательства. А мы знаем, что в мире, в европейских странах, в том числе, требования к подобным родам оборудования очень высокие. Поэтому мы смело можем сказать, что сильного влияния на окружающую среду не будет. Будет все в пределах допустимых показателей. Ну и в дальнейшем будем мониторить, смотреть за окружающей средой. А там в будущем будем модернизировать и стремиться как можно меньше, чтобы наш терминал влиял на экологическую среду Ванинского района. Ну, спасибо. Мы надеемся, 31 марта здесь будет под марш прощания славянки отходить Валкер, нагруженный нашим нерегринским углем на мировые просторы. Спасибо. Да, спасибо большое. Все.